разного цвета, чтобы мы поняли переплетение, а потом-то вы уже поймете, так, хоть какое количество сделать. Вот видите, я вот делала маленький пока, как шнурочек будет. Ну понять, иначе много, так вы запутаетесь в этом плетении. И вот 4 ниточки, 4 с одной стороны и 4 с другой. Ну длину возьмите где-то, не очень длину, там метр, полтора максимум. То есть получается там... Сколько взять-то примерно? Да примерно, вы пока для начала это, просто даже покороче можете пока не путать, вам сильно научиться. Вот 4, скажите мне просто, я покажу. Пополам разделили, взяли так, эту перекинули сюда и эту сюда. Вот у вас пошла эта. С обеих сторон перекинули, с одной и другой. И вышли. Вот так. Вот такой. Покажите еще раз. Вот так, да? Нет, вы сейчас переплетать, значит, вот так и держите. Можно так, можно, говорю, еще на эту сторону, подлиннее, если вам надо оставить для этих кисточек. Для кисточек можно завернуть еще вокруг рогатины, чтобы кисточки остались вокруг рогатины еще. Вот, да, переворачиваем. Вот 4 у вас в одну сторону, да? И цвета у вас теперь, мы сказали, что 4 цвета. С края. Теперь определитесь так, чтобы цвета были в одном порядке. По одной стороне в одном порядке и в другом. Мы справа будем начинать идти на нитку. Мы делаем наоборот. Под нитку, да? Под нитку, чередуете. На нитку, под нитку. И опять наверх складывать. Вот они, я теперь разделила как бы. Поменялись местами. Например, край у вас какой будет? С краю, ну, фиолетовый. Вот, ну любой берите. Лучше вот так, чтобы вы, видите, чередовались. А тут рядом эти, да? Вот этот, потом синий и белый, да? И с другой стороны стороны точно точно с той так же. стороны. Симметрию. Да, симметрия, да. Вверх, вниз, вверх. И вытянули сюда. Одна из правой стороны. Теперь такую же берете. Влево. Нитка. Значит, у вас, которая была у нас красненькая, да, должна, и тут тоже красная. Вот берем ее вниз, теперь вот она у нас уже идет. Теперь красную эту вниз, наверх. Вниз и наверх на эту. Видите, красненькие, вот они, скрестились, и вы поменяли местами. Растянули, и вот здесь вот так, потом тут подровняется, все, ничего страшного пока. Теперь у вас должна пойти какая? Вот эта синенькая вторая, да, или которая? Вторая, да, синенькая. Вторая синяя, тут у вас прошло туда. Она теперь идет вверх, вниз, под эту, видите, вниз, она видно, что теперь должна вниз, и наверх на нее. И синяя перешла сюда. Синяя, одна нитка с каждым переплетением переходит на ту сторону. Берете вторую, опять такую же. Вот такую вам надо. Здесь она идет вниз. Видно даже наверх. Теперь надо вниз. Хорошо видно, что она перекрыта там. И сюда. И все. И опять вот так тихонечко идете и каждую И переходите. постепенно каждая нитка должна перейти на другую Да, сторону. и вот договорились. Справа наверх. Справа Больше, наверх. чтоб не путать. Справа Вот это наверх, чтоб не крайняя, да? путаться. Наверх. А слева наоборот. Теперь вниз и наверх. Вот это перешла на серединку. Прямо ее прям разорвите. Теперь такая же пойдет отсюда. Но здесь наоборот. Вниз, вверх, вниз и наверх пришла на эту. Перетянули. Справа договорились сверху, а слева снизу. Слева снизу. Так, и вот они пришли, и как мы теперь их должны переплести? Перекрестить. Вот как у тебя по очереди шло. Вот это было под низ, значит наверх идет. Наверх идет. Синяя идет наверх тогда, да, вот так. Поменялись. Вот. Поменялись, да, поменялись. Пошли с крайней теперь. Снова крайняя. Пошли опять. Крайняя. Наверх пошла. На низ, наверх. Наверх. Вывели в центр. Вывели в центр. Да, желтая пришла. Теперь Вниз. вниз. Вверх. Наверх. Вниз. И переплетаем наверх через желтую. Так. Да. То есть здесь важно определиться, с какой стороны мы начинаем. Если справа наверх, слева вниз. Так, точно так же оттуда. Где-то запуталась, да? Где-то запуталась. Так, красная теперь. Сверху. Значит, ты начала Вверх. Под голубую. Вот начинаешь розовый переплет. Сверху. В центре остается. Она переходит как Теперь бы надо налево отделить, пятой которая. ниткой. А вот видно же, что Так, тебе надо красную, да? Вниз. Наверх. Что там в серединке ты видишь одинаково, значит, они их переплетены. И наверх.
И вниз, наверх. и наверх на эту как раз. Наверх должна прийти. Узел Также затягиваем. красный будете с той стороны. Переплелось, чтобы... Так, снова сверху. Вы видите, уже это видно, да? Не видно, Видно, смотрите. которую получше. А вот смотрите, Которая как хорошо последняя видно, сейчас идет. я объясню. Сейчас идете красный, да? Нет, голубой. Вот видите, под низ ее надо видно. А вот это наверху, она, ее надо перекрыть. Наверх. А та из низу выходит. Красную видно. И на ту вниз видно, что и на желтенькую, которая была, наверх придет. Все. И вот дальше плетете Так, все вот нормально. разноцветные нити очень хорошо ориентироваться легко. Разноцветные. Центр встречается. Наверх. Вот на вот эту красненькую. А вниз под той. И наверх на эту. Вот переплелись. Теперь следующий. Вот так всё Подождите, и переплетается. второй раз наверх я с этой стороны сюда делаю, да? И тут вот так идет наверх тоже снова. Вот эти последние. Ну, наверх приходят- это сюда и сюда. Начинающих мы берем Да. потолще нити. Потолще, там и Максимум по 4 ниточки. Максимум 4 нити. Там белая у меня что-то ушло. И разноцветные желательно. А сколько нитей вот здесь, вот в этом пояске? Так, 7, по-моему, у меня тут. 7 нитей, По ширина 4. получается сантиметров Ну, по 7 2, с обеих сторон. По 7 с 4 обеих такого сторон. 14 болотного, нитей. по 2 черного и по одной розовой в серединке. было. Ага, по 7 И вот они пошли вот так нитей. вот. В 14 нитей Такая и 2 толщина. сантиметра где-то. Количество ниток это Ширина здесь пояса ширина зависит. пояса зависит. Нужно количество ниток в соответствии с узором нам Да. подобрать. Потом да? подбирать вот что, какой надо там. узорчик и это всё. заранее можно как-то узор придумать? И Ну вот этот узор, он нитки идет потом. типа змейки, так он там нитки змейки. будут как-то у вас, так он по-другому немножко будет, а так он похожий вот Как такой угадать, идет. какую нитку начать первой? Так вот, краю. вот эти идут крайние, зеленые. Зеленые крайние здесь. А эти в серединке. Ага. С краю черная, а вот это самая крайняя. М. И она вот как раз завершит, Она вот а потом змейка. опять пошли зеленые, черные, розовые. Как расположили, так они и пойдут. То есть с краю. Да. Ну, вот такой рисунок, это зеленые. с Зеленые краем, крайние. Мгм. Розовые с Под- черным в середине. Да, черная, а край совсем в центре В розовые. центре розовые совсем. Тут она, змейка, не просматривается, они все такие, ведь разные, лишь бы правильно. Вот она, как шнурочек такой у нас будет просто. То есть А вот чтобы тут нитки- змейку надо вот брать уже больше как-то одного тона, например. Если было бы у нас нитки больше 2 одного и 2 другого, вот уже эти уголки бы мы увидели. Вот сиреневую надо просто вытащить надо каждую ниточку и всего лишь. Туда только проснула, чуть черночок туда раз. И стоишь и только туда раз, снуешь. Это тоже, это крепится куда-то, да? Да, только завязать надо это, закрепить. И вот уже получается намного шире. Можно пояс сделать. Ну это быстрее получается. Так уже быстрее, Это намного конечно. быстрее, чем плетение. Это привязывается, это к второй себе конец привязывается да. на пояс к себе. На пояс, а там закрепить надо. В стене что-нибудь стене, такое на жесткое болтик. крепление Вот должно быть. поменялся зев. Видите, вот другой зев. Теперь я сюда вверх подняла, другой зев. Туда вот этот челночок протолкнули, закрепили хорошо. Этим одним челночком. Вот этим челночком поменяли зев, проталкиваете туда и ткете. Это прям как ткется. А нитки продеть надо 10 ниток между ними, например, и 10 тогда в эти в дырочки, посерединке. Дырочки. И 2 получается вот этих. Если их связали между собой, привязали, там тоже их соединили, прикрепили к чему-то. И вот идет это палочку от мороженого Палочка от намотала. мороженого. И Так. все. И вот туда прокладываете. Вот сейчас у меня, значит, допустим, так. С этой стороны. Здесь, Я вот беру здесь так. рисунок уже укладывается Уже проложить нитями, надо. Вот проложила нитями, сюда. Да. Эту ниточку. Низ вверх только. Да. Это уже проще. И вот рукой подбила. Руку. Проложила с этой стороны. Выровняли там. Натяжечка должна быть одинаковая, чтобы это ровненько. Так. И меняю этот Бердо бердо. приподняли. И опять подбила. И пошли вот так. Такого цвета, как крайние. Тогда как бы будет более красиво смотреться края. А серединочка уже там узорчик, так это можно как бы не так. А вот как бы там потом почитала, что лучше брать какие крайние, такое брать для этого узка. Цвета. Тоже так интересно. Но здесь у меня
как бы получился витой. Теперь я уже нашла, почему витой. Там не было сказано, как заправлять пластиночки. Надо одну сверху, вторую снизу. Я заправила все сверху. И у меня он шел и даже потом стал как бы перевиваться. Я думаю, ну пусть, даже такой интересней витой. Но если не хотим перевитого, хотим такого ровненького, заправлять вот эти пластиночки. Одни нитки сверху в дырочки, а другие снизу в следующую пластинку. И тут тоже, смотрите, вот такие... Вот такие берутся пластиночки. Все привязали. Так, пластинки вертикально располагаются. Проложила вот Так. эту ниточку сюда. Так же, как там. И вот повернула на 90 градусов, 90 пожалуйста. градусов. И вот получился новый зев, приткнула. И здесь он у меня затянул. А, пластинки И снова у нас надо вокруг потом- оси Да, поворачиваются вот они на все тут. 90 градусов. Теперь прокладываешь с этой стороны уточную нитку. Пробили. Снова поворачиваем в эту же сторону. Все На пластиночки себя, повернули на поворот себя на 90 градусов. Они все развернулись, там зацепляют, так приходится вот так подправить. Вон он, зев прибили. Хорошо, ровненько станешь, натяжечка. Они разом поворачиваются. И все, и туда опять, и пошли. Вот такой еще способ Так, а есть. здесь почему он перекручен? А перекручен, потому что вот эти вот заправлены все сверху, да. Видите, все ниточки идут как бы. А надо заправлять. Одни сверху, другие снизу. Вот я Через отсюда одну? пускала ниточки, а надо у другой снизу пропускать ниточки вот эти вот. Вот с этой Еще стороны раз. одну сторону, то есть это другое, да? Нет, вот эту всю пропустить надо сверху, одну пластинку, одну а у пластинку. второй, наоборот, снизу, ну, навстречу. второй, да. У второй навстречу, у следующей сверху, навстречу, тогда они будут не перекручиваться. И все. Это что здесь? Сложность вся вот в этом. Один зев нужно делать было самой, как бы. Так, да. Один катушка. на катушечку надели вон эти, намотали, и вот вам зев. А второй зев вот надо было самой ниточки привязать, каждую по отдельности и к вот этой палочке. Вот. Вот он Значит, у нас. это у нас Так, сейчас посмотрим. С помощью катушки. Да? Вот этот зев. Значит, теперь мне надо вот этот зев открыть. Версмена, Вот я как? его открываю, пальчики просто а как, там он а как торчит. натянули? Одевать надо одну, чтобы сверху обмотать, вторую снизу. В разные стороны нитка. Да, чтобы одна наверх находила и шла снизу, вторая наоборот приходила снизу, вот они чередовались, образуется зев. Обматываем нитками да, да, катушку. Так, дальше. Вот я уже основным зевом, Дальше. там у меня это есть, сейчас я Вот забью ее. Спички у нас Надо зачем бы здесь? линеечку. А спички вот называются ниченки, для того, чтобы образовать второй зев дополнительный. Один-то зев у нас есть вот катушечкой, а второй-то зев надо менять. Опять проталкиваю челночок этот, ниточку туда. И теперь уже вот этот открываю зев вот этот. Вот он зев, забила его. Мы привязываем ниточки. Забила, затянула, все. Теперь прокладываю в этот зев ниточку. Открываю основной зев. Там написано линеечкой, можно палочкой удобнее. Ну, можно на весу так пальчиками. Пожалуйста, вот основной зев открыла, забила. Забиваю вот этот, в этот зев ложу. Дополнительным зевом открываю и забиваю. И все, и пошли опять. И вот плетете тоже, какой хотите узор. Сколько ниток, там даже и на большие вот эти есть, эти чурочка называется, плетение на чурочке. Его открыли сами чем-нибудь, подержали, привязали, эти закрепили, те привязали, закрепили. Получился этот новый зев. Основной зев от катушечка создает, а этот сами создаем уже зев. Основной зев открывается. Там написано линеечка или палочка, удобнее, что. То есть мы то Можно основной, туда то проложить, так это дополнительный можно. зев Открываем, да. открываем. И вот сюда опять пробили. Видите, получается. Такой тоже узорчик. Это сложно. Да ничего сложного. Так закрепили. То же самое, как мини-станочек, да? Мини-станок. Он Это ниченки эти, целый вот прикрепить станок, только да. ниченки вот эти, все. Целый станок. Положено. Теперь Мы здесь вот надо и тут как-то это продеваем, и здесь продеваем. совершенствовать. Ага. Все, проложили этот сюда. Пробили. Это уж совсем. Закрепили. Делится пополам ниточки, и каждая ниточка проплетается по очереди к центру, чередуясь то под ниткой, которая идет от пояса, то над ниткой. Получается как бы полотняное переплетение. Как бы потому, что здесь это именно плетение, но это нет качества, потому что здесь нету основы и утка. Просто на стуле. Ну вот рогатка такая, можно с ней встать, уйти в другое место, пересесть и дальше продолжить работу. А вот с большинством других технологий ткачества
Это невозможно. 2,5 метра с кистями часа за 3-4. За 4 часа можно сделать пояс. Такой хороший, достаточно плотный и с кистями. А вот если мы будем обращаться к технологиям качества узорного на чурочке, тогда для того, чтобы соткать пояс, надо пару дней, пару-тройку дней. Наматывайте длинную сюда, сюда, вот так перемотали, и у вас уже потом намотано. Видите, как она уже наматывается, что она показала мне, сколько намотано. И вы каждый раз ее укорачиваете и